Добрый день! В эфире передача «Под мостом», она же «Вечерний Лашманов». Как любая вечерняя программа, мы снимаемся утром. В гостях у нас сегодня Константин Ивлев, Привет. знаменитый русский повар. Да. И мы с Константином приготовим пельмешки с лососем в соусе из березового сока, а заодно поговорим о современном поварском образовании в России. Есть ли оно? Да, Ну, давай сначала Да. о пельмешках. Значит, такой интернациональный рецепт, потому что тесто мы не будем свое делать. Мы, как уже с тобой узнали, тесто у нас малазийское. Это вообще... сингапурское. Сингапурское, да. Тесто для гёдзе. Да, чем хорошо тесто для гёдзе, почему можно не заморачиваться и не делать самого? Что такое тесто? Это очень такая тонкая текстура. Само по себе это такой, знаешь, продукт раздора. Повар может его либо хорошо приготовить, понимаешь, тесто и правильно раскатать, либо у него в голове что-то происходит, он может его не раскатать, не доделать, и поэтому потом пельмени будут не очень хорошие. Но, опять же, если мы используем большое количество, то есть у нас проходит в ресторане большое количество людей, да, почему бы и нет, взять хорошую заготовку, хорошее тесто. Это рисовое тесто, делается из рисовой муки, оно готовится намного быстрее, прям буквально всплыли, все, уже все готово. Тонкое, прозрачное, мне нравится. Это у нас с тобой Сингапур, такая паназия. Начинка у нас будет, такой легкий русский лалаба. Это лосось, соль, лук и небольшое количество майонеза. Опять же, почему майонез? Да, почему майонез? Все очень просто. Значит, лосось достаточно белковый продукт. Сварится, схватится и все. А хочется легкой такой вот жирности. Поэтому майонез при тепловой обработке он отсечется и превратится в хлопья. Горчичка останется, яичко останется, если хороший майонез. Все остальное растворится как масло. И поэтому даст небольшое количество вкуса. Такой вот легкий уксусный. Поэтому почему бы и нет. И соус мы будем делать на такой русской основе, скажем так. Ну как русский, тоже такая, знаешь... Мы будем использовать березовый сок. Кто в детстве не собирал березовый сок? Кто? Да, Ну вы признавайтесь, кто не Кто? собирал березовый сок в детстве? Хоть кто-то в деревне жил? Или только все? Мое поколение, и больше потом может Не, все, я собирал. дети бетона. Я собирал, да. Что такое березовый сок? Березовый сок это вода, лимон и сахар, по большому счету. Да. Вот, поэтому мы сделаем такой вот соус в стиле французского соуса белое вино. Мы обжарим чуть-чуть лук-шалот, сладкого лука, имбиря. То есть придадим еще больше вкусов. То, что очень хорошо вообще подходит к лососю. Да. Добавим небольшое количество белого вина, березовый сок и жирных сливок. Все это сварим, обварим. И у нас вот получится то, что... Вино у нас далеко ушло. Да, у нас получится то, что мы захотели. То, что мы захотим. Кстати, это вот о твоей теме. Потому что молодежь сейчас, все сразу хотят готовить дифлапе или крутоны. Не понимая о том, что надо начинать с классики. Надо сначала научиться делать хорошо, чтобы потом делать... Знаешь, я вот разговариваю с своими коллегами, что шефами, что рестораторами иной раз, и они вот постоянно жалуются на современных поваров новой волны, молодые в большей степени. Они, научились всякую Это вот шефы или кто? пенку Про взбивать, шеф? а котлеты Да. простые сделать не могут. Да все, это и рестораторы жалуются, и шеф-повара жалуются, те, которые к ним приходят, включая и сотейник, пусть помогать. А лук и имбирь мы нарезаем произвольно, здесь нам никакая нарезка не нужна. Нам нужно просто из этого продукта вытащить весь вкус. Небольшое количество оливкового масла укладываем. Значит, у нас нет идеи обжарить это до какого-то золотистого цвета или черного. Нам надо просто прижарить, чтобы продукты раскрылись. И потом мы их уже начнем заливать жидкостью. А жидкость, повторюсь, в данном случае это белое сухое вино, это березовый сок и сливки. Константин, Да. вот у вас было хорошее кулинарное образование? Нет. Почему? Потому что у меня моя жизнь... образовательно, она делится на два периода. В 89 году я попал в ПТУ, номер 19. Чему я там научился? Почти ничему, кроме того, как резать. Вот шинковать, нарезка, я все это умел. И потом, когда я попал в первую столовую, которая обслуживала 2000 человек, вот там день? Да, даже не в день, а в течение 3 часов. То есть обеденный перерыв с 11 до 2, до 3. Вот там я уже понял, что такое по-настоящему учебник кулинарии. Но у меня, если честно, было очень весело и смешно. Я в школе не очень хорошо учился. И поэтому меня мама часто наказывала. И так как в углу было бесполезно сидеть, стоять точнее, она меня всегда сажала к себе на кухню, чтобы я ей помогал. У меня большая семья, и очень много друзей. У меня мать всегда варила все котелками. Большое количество супов, гарниров, соусов, салатов. У меня очень хорошая память. И когда я попал в ПТУ, я открыл учебник кулинарии, главный, то есть предмет. Оказалось, все, я это знаю. И я тебе, знаешь, что хочу сказать? Я ПТУ у нас закончил с красным дипломом.
Хотя в школе запарился учиться. Сложно было закончить с красным дипломом? ПТУ? Да. Ну, я тебе могу сказать, это да. Но это не так легко все-таки. Ну, ты представляешь, я отличник. Мне дали 5-й разряд. 6-й повар, это был зав. Производством. И поэтому, когда я попал в ресторан «Северный» в Мариной роще, мне сразу сказали: чувак, ты еще зеленый, поэтому будешь получать ставку 3-го разряда и работать поваром 3-го разряда. Я не понимаю тогда в советское время, я даже сейчас не знаю, надо было давать эти 5-е разряды, чтобы потом спускаться опять на дно. Можно было вообще бамбук все 2 года прокурить, понимаешь, получить 3-й разряд и не напрягаться. Чем, кстати, отличается 3-й разряд от 5-го? Ну, я тебе объясняю, 5-й это красный диплом, это отличник. Нет, вот по умениям повар, как это вот? Да вообще никак. Слушай, мне кажется, в ПТУ, так же как в институтах, я не учился в институтах, мне рассказывали, самое главное, надо было посещать. Я посещал, ну, кое-какие там моменты были такие, где там подмазать надо было, где-то еще что-то надо было сделать, где-то помочь мастеру донести продуктовый набор до дома, где-то еще что-то. Откуда брался этот продуктовый набор? Слушай, ну, 89-й год, Ром, тогда все было на продуктовых наборах, понимаешь, выделялись все эти там стейцовые вот эти вот наборы, там всяких сосисок, ветчины, крекеров, да, вот эти все пайки. Да и в наше время тоже там оставались еще пайки для учителей, потому что у них там зарплата копеечная была. У меня в городе однажды учителям дали, вот там каждый квартал нужно давать деньги на метод-литературу. Им выдали водкой из местного ликероводочного завода. Кому ящик, кому половина. Слушай, я помню, у нас парень один, мы с ним работали, это был 92-й год, у него жена работала на обувной фабрике, и ей выдали сапогами зарплату. Он носился по отелю, это в Шаратоне работал, носился по отелю, предлагал эти сапоги, никому не нужны были, даже были ужасные. И вот это вот эпоха, да? Тут зарплаты сапогами выдают, а здесь Шаратон стоит уже. Ну, кстати, эпоха, это была очень крутая эпоха, потому что тогда как раз произошла революция, я ее называю ресторанная революция, 92-й год, когда открылся Садко Аркада, и я в него попал. То есть общепит, бабищи вот эти вот с марлевыми коронами, понимаешь, с этими задницами, они куда-то делись. И с названием завпроизводства. И началась эра ресторанного бизнеса, приехали первые иностранцы. Открылся Садко Аркада, я работал в стейкхаусе. Там был стейкхаус, свисхаус, бирхаус, там очень много ресторанов было. И приехали реальные шефы, немцы, швейцарцы, французы. Время было сумасшедшее. Мы начали учиться. Вот да, чему вы учились-то? Мы учились, знаешь, я тебе признаюсь честно, сначала мы учились, как бухать и воровать. Да? Уже в немцах и французах? Сразу же, да. Да. Ну, время такое, молодое. Как вы совмещали два этих занятия? Слушай, мы совмещали это очень прекрасно. Я тебе скажу так. Одно происходило во время другого? Или... Абсолютно. Ну, то есть тебя и учили, и ты, когда рабочий день заканчивал, ты уже начинал понимать, так, чтобы скоммунизить. Понимаешь, надо же буржуев наказать. Я ездил домой за пачку креветок, например, на такси из Садко Аркад с 905 года. Но это уникальное время было. Когда еще не было Uber и Яндекс.Такси, можно вообще было доехать за пачку креветок. Реально. Так, я добавляю березовый сок. Мы в вино выпарили, то есть спирты ушли. Мы добавляем березовый сок. Теперь добавляем сюда густые жирные сливки. Поможешь мне? Так вот, но при этом мы учились. Да. Мы учились реально готовить. Нам показывали мир того, что помимо мяса отбивной, где всего лишь была одна прожарка, есть мясо, в которых есть 6 прожарок. Понимаешь, и есть не только вырезка и шея, и свинина, да, то есть корейка, а что есть, соответственно, рибай, миньон, тибон. Есть масса всего, понимаешь? Супы, соусы, опять же повторюсь, да, то есть о том, что кроме трески карпа есть сибасы, дорады. Это еще тогда началось. Вот это я, конечно, благодарен тому времени. Кстати, признаюсь честно, меня в Садко Аркаду уволили. За креветки? Или Нет, меня поймали в женской раздевалке, когда я похмелялся с одним своим товарищем. А за что именно? За то, что мы бухали. Или за то, что в женской раздевалке? Блин, да. Как это было? Ну, как было? Мы пришли на работу, как нормальные люди советские, понимаешь, да? Ну, пришли с хорошего такого домашнего праздника. И я встретил товарища, который работал там на гарманже, на заготовке. А он тоже в таком же состоянии был, как и я. Ну, что, тебе хорошо? Я говорю, хорошо. А я оказалось, что у одной уборщицы был день рождения. Она наливала. Где наливает? Она говорит, вот, заходите в раздевалку. Мы зашли в раздевалку, в чайные пары, мы налили водку с апельсиновым соком. И только начали чокаться с Серегой Ивашковым. Забегает шеф, швейцарец Эльмар Шмидт, я как сейчас его помню, чувак, как Рожков, такой здоровый, но только рыжий. Всегда орал, блин, ругался, как это угорелый, сливки побольше, да. Ну и вот, и он забегает, что у тебя там такое? Я говорю, сок. По иностранной системе я заряжаюсь витамином С.
С утра. Да. Но он на все это дело посмотрел, говорит, в офис. Ну, и загнал меня в офис и уволил. Но я набрался уже какого-то определенного опыта, и с этим опытом я спокойно устроился. Только открылся Шератон Палас, ресторан «Якорь». Который до сих пор работает. Да. И я даже через 15 лет туда вернулся экзекьютив-шефом. У меня была небольшая такая в карьере история, когда я в этот же отель вернулся, но уже гранд-шефом. Ну так вот. И это началась уже совершенно другая школа. Отель я любил всем своим сердцем, потому что с точки зрения образования это была чума. Шведские столы. Шеф хороший был. Немец, нереальный. Каждую неделю какие-то новые истории. Там же был первый гастрономический ресторан в России, Вена. Он работал только с вечера. Там Сева Король работал, Юрка Рожков там работал. Все, кто сейчас занимает какие-то определенные даже в ресторации посты, Ренат Кузин, он там официантом работал. То есть мы еще с тех времен все друг друга знаем. И вот мы все тогда были с салабонами. Но мы оставили вот эти правильные человеческие отношения, и сейчас все друг друга обнимаем, жмем руки и рады видеть. Это очень круто, поверь мне. Еще с тех времен. Якорь был, омары. Нифига себе, я вообще не знал, что такое омар. Меня шеф спрашивает, я на работу брал. Ты омара можешь убить? Я думаю, что за хрень? Какой омар, блин, кто такой? Я говорю, ну давай тащи его. Когда мне его принесли, а там было столько людей, у нас там в день по 100 омаров жралось, понимаешь? И основная задача моя на первые 3 месяца была, я должен был правильно убить быстро омара, его разделать, то есть живого мне дают, я его надрубил и отдаю уже человеку, который стоит на гриле. Это, знаешь, моя работа была, я был киллером омаров. И я так хорошо работал, что шеф потом меня переставил на другой цех. А Омаров стал убивать кто-то другой. А Омаров там какой-то салага пришел молодой, и он уже начал их мочить. Для чего нужно лосося, кстати, резать, а не там, через мясорубку пропускать? Знаешь, это не только лосось, но и мясной тартар лучше всего резать. Ну, тартар, почему? понятно, а вот в пельмени. Здесь то же самое, знаешь, это какое-то вот совокупление с продуктом. То есть ты проникаешься, кусочки другие. Когда нож перерезает... 18+. Абсолютно. Когда нож перерезает рыбу, в данном случае он выдавливает из нее что-то, понимаешь, жиры Самое выдавливает, важное, естественно. Да, а ножом ты это режешь, ты это чувствуешь, ты смотришь, как это. И самое главное, как тебе хочется. Так, соус можно уже процеживать. Значит, мясо, а в данном случае лосось, филе, нарезал, перекладываю его. Поэтому да, учиться было чему, учиться было интересно, потому что совершенно все новое. Понимаешь, все новое было. Так что-нибудь пригодилось ли из ПТУ, кроме умения нарезать? Нет, из ПТУ ничего не пригодилось. Нет, вот... пусть там на меня не обижается никто, но для меня нет. Вы сейчас вот ездите по разным ресторанам по России, да, на ножах, да, смотрите все изнутри. Вот какой вот уровень кулинарного образования у нынешних поваров? Начиная от Москвы, заканчивая Екатеринбургом и всеми другими регионами, ужасный, трэш, ужас. Мы все орем то, что мы должны получать Мишлены, мы все орем о том, что мы крутые там шефы, да, то есть мы все орем, что у нас там самые пупер-супер там продукты, а сами по себе мы нищеброды именно вот в этой базе обучения. Я не знаю, чему учат сейчас в колледжах, в институтах, в университетах. Конечно, щи борща не нужны. Тем более, видишь, все это вернулось обратно. То есть какая-то база, опять же, она нужна. В той же французской кулинарии, да, луковый суп, соус бешамель, голландез, да, то есть это классика, этому учат. Ну и учат еще немножко современности. Сейчас я боюсь, что вряд ли. И поэтому, когда я приезжаю в какие-то города, либо там в рестораны в Москве за Садовым кольцом, у меня такое ощущение, что отбросило вот 80-е годы. Люди сейчас не могут даже нормально сделать биштекс, рамштекс, борщ. Я иногда смотрю, блин, ну у меня руки хочется оторвать. Или пальцы в редиску покрошить. Что получается, их не учат, что ли, или плохо учат, что? Я думаю, что в большей степени их и мало чему учат. А учить-то кто? Вот я занимаюсь колледжем, я сам туда прихожу. Не они ко мне приходят, а я к ним прихожу и говорю, давайте я у вас возьму пару ребят. Да? Мне все равно, хорошие они, плохие, мальчики, девочки. Я готов брать как предприятие себе. Они говорят, нет, а у нас уже все забито. У нас уже все распределены. Я говорю, извините, а кем? Ну как? Мы отдаем в комбинат питания Кремлевский, мы отдаем в комбинат питания АвтоВАЗа, ШМАЗа какого-то, туда-сюда. То есть детей изначально отдают сразу в дно. Понимаешь, дно. Я некоторых только выцепляю. Те, которые впоследствии становятся, наверное, современными поварами в том числе. А вся остальная масса уходит. И масса-то, понимаешь, масса-то очень интересная. Ребята молодые сейчас столько всего насмотрелись. Понимаешь, у них кумиры же Джимми Оливер, Гордон Рамзи. У них ни одного нету русского шефа-кумира.
И они вот вместо того, чтобы научиться опять же котлеты какие-то сделать, они начинают заниматься. И вот на последнем пире ко мне подходили там поварята, которые участвовали в конкурсе. Они говорят: шеф, а можете вот дать рекомендацию? Я говорю: какую? Вот я вот это блюдо подал, как вы считаете, это круто? Я смотрю на блюдо, думаю, мать моя женщина. А там снег из чувак, подсолнечного масла. Да. Я говорю: чувак, а ты котлеты умеешь делать? Он говорит: котлеты? А зачем мне котлеты? Я вот хочу сразу. Но вот этому всему сразу тоже нигде не учат в России. Этому всему сразу не учат. Этому надо правильно учиться с точки зрения лестницы. Ты сначала научись резать, потом ты научись думать, потом ты уже научись что-то готовить. И только потом, когда ты уже какой-то пласт научился, вопросов нет, чувак, можешь уже куда-то уходить в дебри, да, экспериментировать. Но если ты не знаешь азов, ну как, ну куда, это сразу ты перескакиваешь через большое количество лестниц, понимаешь, и ты потом не допетриваешь. Я вот вчера был там в одном предприятии, они говорят: ой, мы вам сейчас что-то там приготовим. Я говорю: ну давай, приготовьте. А парень говорит: а я вот, знаете, я вот ваш фанат. Я вот сейчас что-то вам приготовлю по вашей системе. Я говорю: ну давай. Он берет такую здоровущую сковородку, наливает оливковое масло, берет чеснок, давит, я это люблю, раздавить чеснок и ароматизировать масло. То есть я бросаю, чуть его прижариваю, но ни в коем случае, чтобы он не сгорел, потому что иначе он дает горечь. А парень включил сильный огонь, у него масло накалилось, дымиться начало. Он бросает этот чеснок, он даже в масло-то не попал, у него сковородка вот такая вот вся, понимаешь? И вот он стоит, я говорю: чувак, ты что делаешь? Он говорит: масло ароматизируем. Я говорю: ты чеснок спалил уже, масло ароматизировать. Он говорит: ну вы же так делаете. Я говорю: я так не делаю. А он, знаешь, такой наглый оказался. Он говорит: а покажите, как вы делаете. Я говорю: хорошо, вопросов нет. Я его сковородку откладываю. У них не оказалось маленьких сковородок, все здоровые. Я говорю: вопросов нет. Я налил масло. Масло чуть накалилось. Я его приподнял сковородку, чтобы оно все в одно. И туда уже бросил раздавленный чеснок. Я говорю: разница есть? Он говорит: есть. Я говорю: основная разница в том, что у меня есть голова, а у тебя пока яйца. Это все. Тест капца. Значит, соус добавляем соли. Вот для чего в соусе нужен и березовый сок, и вино? Хороший вопрос. Кислота, в принципе, одна и та же. Но, знаешь, наверное, в большей степени для понтов. Ну, это понт. Березовый сок. Но я не добавляю, как ты заметил, бульон, ни рыбный, никакой. То есть березовый сок в данном случае он играет вот такого, знаешь, вот промежутком. Да, то есть он вода, он расщепляет немножко вот эти вот жирные сливки. Но в большей степени, да, что греха таить, понт. Но чтобы прийти к таким понтам, надо сначала котлеты научиться. Абсолютно. Это вот как раз история, я не знаю, знаешь ты или нет, 2007 год мы открываем GQ бар. И Аркадий говорит: давай котлеты делать. Аркадий Новиков. Да, я говорю: блин, Аркадий, я говорю: блин, котлеты, но они везде есть, в каждом твоем ресторане котлеты. Он говорит: ну хорошо, придумай что-нибудь такого, что вот тогда нет. И давай на чем-нибудь заморочимся. Я говорю: ну давай. И я очень люблю продукты. Я лазю по всяким базам, шмазам, рынкам и тому подобное. Я залез на овощная база Чиполлино в Бусиново. Овощная база Чиполлино Да, в Бусиново. Да, это советская база, туда заходили прям целые составы. И я, лазя там, увидел одну палатку, потому что там помимо складских помещений еще были вот такие маленькие там а-ля рынки, там, или как они называются там. Я увидел белорусские вот эти 3-литровые банки с разными соками. Томатные, сливовые, виноградные. И стоял как раз березовый сок в 3-литровой банке. И меня, знаешь, меня цепануло пипец. Я ходил несколько дней, думал. И придумал блюдо. Стерлядь, томленая в березовом соке. Понимаешь, я приехал к Аркадию, говорю: давай сделаем новую русскую историю, да, то есть давай сделаем это, и плюс потом я еще добил все это кашами, крупами. То есть я начал готовить там пшенку с трубачом, телячьи щеки с гречневой кашей, перловку с тушенкой из гуся и грибным кремом и тому подобное. Ему эта идея очень понравилась, и мы ее воплотили в жизнь. Так и появилась 2007 новая русская кухня. Ну да, обозначение новой русской кухни заключалось в том, что мы просто используем современные технологии, современные какие-то подачи, и мы используем продукты, и они не обязательно должны быть на 100% отечественного производства. Я с ума не схожу, я не ору, что я готовлю все сезонно и это. Нет, мы делаем коммерческую еду пока. 99,9 шефов в Москве готовят все-таки коммерческую еду. Ну, потому что так у нас общество пока подготовлено. Что такое коммерческая еда, кстати? Как это определить? Коммерческая еда очень просто. Это то, что люди едят. Мы можем быть очень крутыми шефами. Все люди едят это. Все люди едят это. Все. Цезарь, котлеты, гречки, картошку, борщ. Я никогда не забуду, когда GQ, если честно, это был один из самых успешных коммерческих проектов и здоровенных. Громаднейший. У нас там людей приходило космос. И я помню вот эти вот отчеты, которые мы брали каждый месяц. И я смотрел, сколько у меня проходило. 1500 борща порций. 1200
каш, салата оливье 1000 с лишним. И только потом, где-то когда блюдо 600-700, уже пошла вот эта вся история, там, фуагра, руккола с креветками. Все равно, мы очень консервативны. Я даже по себе смотрю, я когда уезжаю в кулинарное путешествие или в любой, да, я там наслаждаюсь осьминогами, кухней, да, то есть там парма, хамон и вся эта то есть мне это все очень безумно нравится. Но когда я собираюсь домой, мне всегда жена или мама звонит и говорит, что приготовить? Я всегда, знаешь, задумываюсь, я говорю, Стерлядь березовый оливьюшечку приготовьте, либо сельдь под шубой, либо картофанчик, или паштетик, из печенки. И я приезжаю домой, и я с радостью ем эту еду. Вот после вот этой всей запрещенки. И поэтому многие наши соотечественники, люди, гости, которые ходят к нам в ресторан, они точно такие же. Причем это люди, которые тоже поездили. И Бар ездят. не дешевое же место-то. И ездят. И Да. если мы даже сейчас с тобой возьмем современную всю историю, то же самое, по большому счету. Знаешь, чем сейчас повара отличаются друг от друга? Кто как положит оливье, кто как сделает борщ, кто как заново придумает чавычу, кто как заново положит пельмени. Да, ребята еще сейчас начинают добавлять какие-то новые продукты с точки зрения вкусов, да, соединения того. Если мы возьмем плеяду наших современных поваров, братьев Березутских, Володьку Мухина, да, то есть и многих других, да, они начинают искать вот эту всю историю. А основная масса-то, мы все равно готовим то, что хотят люди. Поэтому я иногда иной раз и стебусь, что Цезарь, греческий салат, они должны по праву войти в русскую кухню. Они уже вошли. Абсолютно. Конечно. Поэтому надо семье Сюткиным Суши сказать, уже- чтобы они с ума не сходили. Да и Сюткин как раз нормально к этому относится. Это Максим Сырников как раз против всего этого. Не, против этого не надо уже быть, это уже бесполезно. Потому Надо что русская еда это то, что едят русские люди. Вот и все. Абсолютно. Еще поколение очень мощное, да, то есть мощное поколение в плане того, что мы все выросли на этой еде. У меня дети тоже, они выросли на этом еде, сын у меня на этом вырос. Дочь, но ей сейчас пока 2,5 года, она, конечно, пока еще не трескает всю эту историю. Пока только там супчики, пюрешки и все остальное. Но я думаю, что то же самое. Да мы все равно, пока у нас есть бабушки, мы все равно будем готовить всю эту еду. А что плохого-то? Я считаю, нормально. Слушай, салат оливье охрененный салат, если его правильно сделать. Сельдь под шубой, это знаешь, это вот опять же, возвращаясь к этой истории, это меня Аркадий научил, когда мы работали, он говорит, так, надо сделать оливье. Я говорю, блин, Аркадий, я ивлев оливье делать, ну да, Ивлев оливье. ну, выпендривался немножко, Да-да-да, ну, что, да-да-да. все еще туда-сюда, слушай. Аркадий, ну посмотри, что написано. Ивлев Константин. Он Какое говорит, слушай, оливье. говорит, забрось свои понты нахрен. Ты пойми одну простую вещь. Человек идет в ресторан. Ты сделай такое оливье, чтобы человек, когда думал, что он хочет оливье, он начал выбирать, а где он ел этот оливье, который ему больше всего понравился. И чтобы у него всплыла твоя фамилия, он приехал к нам в ресторан и съел его. Тонко, круто. Я сразу сделал оливье. Я больше выпендрился. И поехала. И оливье, и сельдь под шубой, и крабовый салат. И что только не делали. Да и правильно. Ну а котлеты-то делали? Нет, GQ был единственным рестораном, я даже помню, что критики все написали, наконец-то открылся ресторан без котлет. Они не нужны были там, потому что все-таки сам проект был чуть на другое настроен. Плюс мы нащупали вот эту вот историю, New Russian Style. Я там сделал ролл, у меня же там японка была, мы сделали роллы с черной икрой, роллы с крабом и черной икрой. 4 кусочка стоили 2500 рублей, наверное, было самое дорогое блюдо в Москве. Они уплетались, ты себе не представляешь, сколько мы их продавали. У меня сушисты Калифорнии столько не делали, столько делали этих русских роллов. Ой, слушай, сейчас вот вспоминать, это, конечно, смешно. Но тогда тоже просто было и смешно, и весело, да и занятно. Да нет, все это правильно. Надо, если ты не можешь изменить обстоятельства, надо изменить отношение к обстоятельствам. Ну, сейчас это какая-то венгерская пословица. Если ты не можешь изменить обстоятельства, Надо изменить отношение к вот обстоятельствам. так. Это очень хорошая фраза. Меня ее научили как раз. Я работал с парнем, Денис Николаев, он был управляющим GQ, он всегда был спокойный пипец. А я всегда за все переживал, как бы, да. Я говорю, Дэн, ты что спокойный такой? Он говорит, а что делать? Мы ничего не исправим. Запомни. И он мне вот эту фразу выдает. И вот знаешь, она меня немножко перевернула. Я потом понял, что, ну, реально, если люди этого хотят, надо готовить. А если ты не хочешь этого готовить, иди открой свой ресторан и готовь то, что ты там хочешь. И посмотри, будут ли есть. Абсолютно, насколько ты будешь успешен, да, то есть тогда это время покажет. Мне кажется, вот в каждом московском ресторане должен быть борщ. Но вот именно такой, как вот вы рассказывали про оливье, чтобы люди хотели прийти туда и есть этот борщ там. И потом туристы приезжают в Москву, что они хотят попробовать?
Ну, знаешь, давай с тобой возьмем Европу. Там есть, я Европу делю на два направления. Есть первое направление, это туристические рестораны, где Цезарь, греческий, нисуаз, болонез. Ты съешь в любом местечке, да, туристические места. Никто не заморачивается. А второе направление, это где я их называю умные рестораны, где шефы, да, то есть продумывают, где есть концепт, идея. Идея неважно, продукты, сезонности. Идея именно, что это ресторан. А если взять наш Москву, у нас получается то, что мы все вообще туристы. Ну, по большому счету, за исключением нескольких ресторанов. Мы не можем столько миллионный город отдавать предпочтение всего нескольким ресторанам, которые не идут в общей массе. Ну, это ненормально. Ненормально, конечно. Вот. Ну, а что ты хочешь, да? Ведь сейчас еще то время, когда помимо профессиональных поваров, которые так-то через пень-колоду учились, да, то есть и учатся, еще добавились люди, которые хотят работать, они не обучались. Сейчас не важно, сейчас корки, мы шефы, мы корки не смотрим, трудовая нам не нужна, аттестат. Лишь бы было желание Абсолютно. и способность к организации. Абсолютно. И хотелось работать. Максимум, Да. что я всегда еще спрашиваю, где ты работал. Он мне говорит, я работал у Васи Пупкина. Если мне, например, понравился, да, то есть человек, и я понимаю, и я знаю Васи Пупкину, в каком стиле он работает, я позвоню Васе Пупкину, скажу, Вась, ко мне пришел вот человек, ты его знаешь, знаю, как? Он дает. Между нами, шефами, эта вся история есть. Не все общаются, но многие. Понимаешь? Ну, чтобы сократить вот этот вот период психоделизма. Когда берешь себе человека, он за неделю может там столько дров наворотить, понимаешь? Период психоделизма, да? Абсолютно. Это вообще ужасное время. И можно его сократить, просто позвонить ему и сказать, алло, слушай, ты его знаешь? Знаю. Нормальный шеф, я это называю синдромом Бекхэма. Нормальный шеф всегда скажет правильно. Сколько новых слов. Синдром Бекхэма, знаешь, в чем заключается? Нет. Футболист Бекхэм. Да, я знаю, да. Ты знаешь. Он играл в Манчестере. Крутой, звезда, нереальный чувак, да? Но он потом перешел, если ты помнишь, в Челси и не заиграл. Но это не говорит о том, что он футболист. Он потом уехал в Америку, в Galaxy, да, то есть стал обратно забивать и тому подобное. Вот для меня вот это синдром Бекхэма. То есть ко мне приходят повара, даже я, бывает, увольняю, выгоняю повара. Это не значит, что он мертвый, он плохой. Нет. Он потом может устроиться к другому шефу, найти просто своего шефа. И уже там он раскроется очень хорошо. И такие шефы есть. И я рад за это. Очень рад. Безумно рад. Но это же тоже, это вот учение, опыт. Я учился, мне не повезло. Я учился у многих иностранцев. В первую очередь я учился у французов. Я узнал всю французскую классику. Всю. Безумно рад. Потом я уже начал у других учиться, смотреть что-то, да, то есть и учусь до сих пор. Ну вот если бы в тех же ПТУ преподавали хорошо французскую кухню, было бы лучше? Абсолютно. Хочешь, я расскажу историю грустную? Мы выпустили с Юркой Рожковым, Царство Небесное, первые свои книги. То, что я люблю, он выпустил, а моя называлась «Моя философия кухни». Мы приехали в это ПТУ, в наше, да, то есть поговорили с мастером и говорим, давайте вот так, так и так. Мы вообще готовы проводить там мастер-классы, давайте мы там сделаем то-сюда. Но при этом давайте мы книжки поставим свои, пусть продают. Она говорит, ой, блин, книжки там по 400 рублей, так дорого. Я говорю, слушай, я говорю, дети все равно, они больше прожрут. А так, если они захотят, они купят книгу. Ты представляешь, что? Нет. Мы говорим, да и факов с тобой. Нет, так нет. Мы поехали в другое, да, то есть с другим договорились с колледжем, где мы как раз в первый раз открыли школу Ask the Chef. Это был 2008 год. Это был на Ленинском проспекте, да, то есть какой-то колледж, я, если честно, уже его не помню. И мы там сделали, мы книг там продали сумасшедшее количество. Потому что, ну, мы, понимаешь, мы же все принимаем участие в истории. Вот в чем кайф нашего поколения. У нас же не было. В Европе все очень просто. Из поколения в поколение все передают. У нас же был общепит с бабищами, он канул в лето. Пришли иностранцы, нас научили. Потом пришли бездари иностранцы, мы их выгнали. Сейчас мы уже подросли. И мы начинаем заводить вот эту историю. И как мы все это сделаем, так и будут работать последующие поколения. Ну так вот, не дали. Ну и хрен бы с ним. А в том колледже, очень хороший колледж, там выпускаются нормальные ребята. Не из-за того, что мы там книги продавали, я сейчас это говорю, а вообще. А здесь прикол, да, то есть позвонил этот мастер мне буквально недели 3-4 там назад и говорит, вы знаете, ой, вы такой крутой стали, ой, вы такой шеф, вы вообще везде, вы прям вообще просто как Филипп Киркоров, блин. Вот, а у нас там что-то 10-15 лет нашему колледжу, он там сейчас как по-другому называется, вы не могли бы сказать благодарные слова вот о том, о нашем колледже? Я говорю, факов. А почему? Я говорю, а потому что ты должна как взрослый человек понимать метод бумеранга. Вот и все. Вот и все. Не, люди должны это понимать, люди должны это знать, иначе они этого не поймут. К сожалению, иногда, да, приходится на эту историю идти. Да, там дети, кто-то скажет, как ты так позволил себе, там же дети не виноваты.
Но, к сожалению. Вот видишь, сливочный соус, я добавил чуть оливкового масла, он просто лучше всего сбивается. Получается та же эмульсия, понимаешь, получается та же пенка хорошая. Это я сейчас проверяю для того, чтобы правильно я выпарил соус. Достаточно ли я его выпарил? Я его достаточно выпарил, пенка хорошая, мне нравится, все, соус готов, он стоит и ждет своего часа. Все очень просто. Значит, фарш я тоже приготовил. Повторюсь, я здесь нарезал мелко лосось, добавил соль, добавил, соответственно, зеленого лука, небольшое количество майонеза. Все, я перемешал, его уже можно сейчас есть. Но лучше положить в кёрдзу. Ну, лучше уж, да, сделаем тогда, как мы хотели. Это все-таки вот такие вот пельмени, я не знаю, на скорую руку, на какую-то руку. Я их делаю в одном из ресторанов, но начинку я, если честно, делаю из краба. Ну, не из крабовых палочек. Отличное тесто. Вот смотри. Ну, гёдзе, сам знаешь. Ну, отличное тесто. Да. Сумасшедшее тесто. Да, мы тоже, кстати, пользуемся. Прозрачное. Именно как раз для рыбных пельменей мы И делаем. почему бы и нет? Я, знаешь, я опять же повторюсь, я никогда не стесняюсь полуфабриката. Если он хороший. Абсолютно. Демиглас. Одна из основ всех соусов. Я сам проходил все это время. Мы с ума сходили, 38 часов мы варили эту хрень. Понимаешь, эти кости, ты их варишь, вода туда-сюда. Ты не дожарил кости, пережарил кости, не доложил, не допарил. У тебя постоянно что-то, вот я еще как повар помню, это один из самых сложных соусов был. Я сейчас стал взрослым. И я начал понимать, что да нафиг мне это надо. За всеми поварами я не услежу. Не из-за того, что я плохой учитель. Нет, это русский фактор. Это реально мазафакер, русский фактор. Над нашими поварами иногда надо стоять. И только через год бывает, когда вот все войдет в свое русло, когда все понимают, когда ты уже отсеял всю шелуху. Понимаешь, у тебя осталась вот, да, команда. Но и есть и другие, есть и ребята. Вот есть в Москве знаменитый парень, Миша, я фамилию, правда, не знаю. Это бывший повар, который по состоянию здоровья ушел. Вот, он снял школьную столовую с этими здоровыми котлами и варит там демик. И продает многим шефам, многим ресторанам. Охрененный демик. И ты начинаешь понимать, да еще экономика включается. Тебе нужен котел, это время, то все, тому подобное, это люди. Ты начинаешь считать. место еще. Абсолютно. Ты начинаешь считать, что тебе выгоднее. Купить эти кости и потом варить этот демик в течение полтора суток. Или ты уже просто берешь, покупаешь готовый продукт. Многие шефы и крутые рестораны мира также покупают. Я учился в одной из кулинарных школ в свое время во Франции, в Монпелье. И нас повезли на экскурсию в магазин Метро. Это было очень давно. Мы заходим в Метро, я смотрю пакеты с чищенной картошкой вакуумированной, зелень, лук. С кем мы приехали, я говорю, не понял, а что это такое? Он мне говорит, как? Ну, это вот так вот. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, ты пойми, говорит, у нас очень дорогие повара. Зачем это делать, когда это можно уже купить готовое? Ну, сколько прошло? Лет, наверное, 10-12, да. И мы тоже к этому пришли, что у нас есть готовые полуфабрикаты, есть крупные компании, которые поставляют и салат тебе, да, то есть и уже отварные овощи, и уже даже нарезанные, пожалуйста, как ты хочешь, вопросов нет. Это классика, это очень хорошая история. Она имеет место быть. Здесь все очень просто. Это мы подготавливаем воду для... А вот зачем нужно лить оливковое масло в воду? Слушай, знаешь, я еще даже в советское время, когда был маленьким, варил пельмени, я всегда добавлял растительное масло. Я думал, что если будет жирная среда, вот за счет масла, пельмени не будут слипаться. Ну, она же все равно не жирная, масло даже наверху. Когда кипит, нет. Вот что. Когда кипит, оно все равно вот в этой теме все находится. Я тебе реально тебе говорю, представляешь, блин, я еще даже тогда, я помню вот эти вот останкинские пельмени, я все варил, и я не знаю, у кого я это посмотрел, увидел ли я это, как это произошло, я не знаю. Так, ну, значит, смотри, разбиваем яйцо. А вот вернемся к этим, Давай. вернемся к поварам, которых вы видите в передаче на ножах. Так. Говорите, ужасно, Да. ужасный уровень. Что происходит вообще? Почему? Может, повара идут люди, которые не хотят быть поварами? Нет, в этом здесь есть 50 на 50. 50, которые да, просто так время проводят. А 50, понимаешь, я их называю, если ты смотрел программу, я их называю всегда соучастниками преступления. Объясню почему. Они приходят. Ресторатор, который открывает ту или иную точку, он, конечно, всегда с хорошими намерениями. Сейчас я открою ресторан, у меня будут работать люди, будет много гостей, я буду платить зарплату, то есть все вообще шикарно.
А потом начинается вот это, а зачем нам это? А зачем нам сотейник, да, то есть профессиональный за 1000 рублей? Давайте алюминиевый купим, блин, за 120 рублей. А зачем нам профессиональный нож, да, то есть из дамасской стали? Давайте купим, блин, советский нерш за 140 рублей. Понимаешь, вот это вот начинается история. Повара, особенно в регионах, москвичей-то я не знаю, Москва и Московская область, я не знаю, зачем это делать, я бы их всех расстрелял. А вот в регионах, понимаешь, ребята говорят, блин, шеф, что нам делать? Нам больше идти некуда. Я говорю, почему вы не сопротивляетесь? Почему ты как шеф, да, то есть не скажешь, я не хочу это делать, я не буду это делать. Так нельзя, это неправильно. А им владельцы говорят, как это неправильно? Правильно, я владелец ресторана, я хочу, чтобы было так, а ты шеф, ты должен мне подчиняться, ты раб, не хочешь, пошел. И он думает, а куда я пойду? Вроде худо-бедно, да, то есть что-то там нормально, имею свою копейку, да, то есть и все, и вроде шефом работаю. Понимаешь, преступление перед собой. Почему я там ругаюсь, орублен иногда? Это эмоции. Если бы ты хоть раз попал на мое место, а я тебя приглашаю, у тебя бы мозг взорвался. Это отношение людей, понимаешь? Я говорю, ну как ты так можешь, как? Ладно, там все эти колпаки, блин, там все это, да, то есть, ну, к продукту. Продукт – это твоя основа. Продукт – это фундамент твоей профессиональной деятельности. Как ты можешь к нему так относиться? Это твоя еда, ты ее отдаешь, значит, ты за этим стоишь. Вася Пупкин. Если ты хочешь жить дальше, расти в этом направлении, как ты будешь расти? Если люди будут к тебе приходить, есть это и говорить, а кто это приготовил? Вася Попкин. Все, ты мертвый. И поэтому, да, то есть они соучастники преступления. От безвыходности. Хотя я им всегда рассказываю нашу историю, московскую историю, когда мы все это начинали. И Края смазывать? Не, полностью весь смазывай. Полностью Смазывай. Как бывает? Ты приходишь, тебя приглашают. Мы ни хрена ничего не понимаем, да, то есть, ну и правильно делают, что берут профессионала. Ты год работаешь, строишь весь этот организм, да, то есть, а потом люди иногда думают, о, блин, а ресторан-то это... Что ресторан? Открыть, заниматься? Да мы теперь сами рестораторы, мы все знаем. И начинаются вот эти вот подводные камни. И тогда ты выбираешь, либо ты ввязываешься в эту войну и занимаешься психоделикой, либо ты уходишь просто-напросто. Мне никогда не хотелось тратить свою жизнь на доказывание этой темы и вбивать себя в какой-то, в землю в какую-то. Я не конфликтный человек, но за правду, блин, поборюсь с большим удовольствием. А это все учение. Иногда лучше всего сделать один шаг назад, для того, чтобы потом сделать 2 шага вперед. А что необходимо вот для образования? Что нужно изменить в образовании кулинарном, чтобы Знаешь, когда повара меня выходили нормальными, нормальными? знаешь, я тебе сначала сейчас один момент я скажу, когда меня там звонят, мне мамочки там каких-то детей, да, то есть что делать, куда сына отдать и тому подобное. Я говорю, знаете что, лучше всего отвезите его в Европу, пусть там учится, а если нет такой возможности, найдите шефа в Москве, который вам импонирует, который вам нравится, договоритесь с ним, и пусть он будет прям с самого детства, да, то есть с самого юношества точнее, да, то есть работать с таким шефом. У меня такие есть, у меня сын такой же. Он ходит, Поваром тоже стал? конечно, он работает у меня, ему это нравится. Почему нет? Сын видит социальный статус, сын видит, с кем мы дружим, сын, самое главное, видит, что это такое и что мне дала кулинария. Все, что у меня есть, это мне дала кулинария. Мне это не дали папа, мама, наследство мне никто не оставлял. Все это кропотливая, тяжелая, но безумно интересная работа. Поэтому, когда ко мне приходят повара новые, я им всегда говорю, будет очень тяжело, но нереально круто и интересно. Вот и все. А что нужно? Надо менять систему образования в этом направлении. Вот и все. Мы же там сейчас что-то боремся, да, то есть о том, что вот мы русская кухня. А что русская кухня? Все иностранцы знают о русской кухне только одно: щи, борщи, икра и блины. И пьяные медведи с балалайкой. Которые все это едят. Абсолютно. Чему нужно учить? Учить надо красоте, классике. Есть теория. Теория, как она и должна быть, с точки зрения товароведения. Даже научить людей, да, то есть испорченное масло, не испорченное масло, как это отличить. Понимаешь, ну вот такие вот мелочи, даже такие нюансы. Да? А как? Ага. Абсолютно. А как? Он придет, ему дадут оливковое масло, если оно неправильно хранилось в тепле, или там растительное масло. Как он это сможет отличить, что масло испорчено? Он будет это лить, а гость это будет есть. Минимально он обсерится, гость. Максимально может быть хуже. Ну, может быть минимально, максимально обсереться. Да. Но все равно неприятно. Конечно, неприятно. Забрасываем. Я помню, было время, когда мы об этом разговаривали с теми же рестораторами.
Потому что я всегда считал, что это им должно быть в первую очередь интереснее, понимаешь, чтобы иметь хороших поваров, иметь официантов туда-сюда и тому С подобное. точки зрения даже экономики. Абсолютно. Но почему-то всем по барабану эта вся история, а потом они удивлялись, от чего или почему, да, то есть у них прибыль уменьшается. Потому что время-то идет, уровень повара не вырос, а зарплата выросла. И мы просто тупо перекупаем иногда поваров или берем. Вот у меня есть градация в ресторане. У меня есть помощник повара, он получает 10-12 тысяч. У меня есть повар, который получает больше денег, и сушеф и тому подобное. И когда ко мне приходит молодежь, там 16, 17, 18 лет, я говорю, какую зарплату ты хочешь, мальчик мой? Он говорит, какую? 35? Я говорю, пошел. Я его выгоняю. Но знаешь, что надо? Но знаешь, что самое ужасное? Его другой повар берет. Потому что На тому... 35. Да. Потому что тому повару нужно просто тупо руки. Ему не нужен еще пока мозг. Ему надо просто закрыть эту позицию, потому что некому работать. Либо он не хочет слишком много людей у себя из бывших стран СНГ, и поэтому он берет. Это как в футболе в нашем. Лимит на этих иностранцев. Поэтому я иногда и сравниваю наш ресторанный бизнес со сборной России по футболу. Есть что есть. Не, молодежь, она, конечно, уникальна в этом плане, да. Но, и понимаешь, вообще в нашей стране и в нашем ресторанном бизнесе тоже это очень сложно, потому что одни строят, а другие ломают. Но это нормально. К этому надо привыкнуть. А что поделать? Ну, вот так вот у нас так повелось. Все, пельмени готовы. Видишь, они поднялись. За счет теста они стали прозрачными. То есть можно видеть, что ты будешь есть. Что это лосось, а не судак. Абсолютно. А то, в одном ресторане я приехал. У них в меню написано, что у них морской язык, а он камбалу под морским языком продавал. Я говорю, Вась, ты вообще нормальный? Он говорит, а что, мне одна очень известная компания за пипикайте прислала это. Я говорю, дебил, ты открой книжку, интернет, посмотри, как выглядит морской язык, и посмотри, как выглядит камбала. Ну как, она же вся вот такая ромбовидная. Ну, представляешь? Мы с линейкой проверяли. Вот представляешь? Вот Что так это вот. ромб? Вот так вот, а ты говоришь. Что, накладывай пока, да? Да, много не говори, там 5-6 штучек будет достаточно. Я слегка подбил соус. Теперь все очень просто. Теперь мы берем. Это не дань моде, пеночка, не дань моде. Это просто, правда, красиво, экономично, потому что она воздушная. Она не так уж много весит. Она не так уж много весит. Еще вот как штрих, как в ресторанах делают. Да, обязательно, конечно. Брать лишние капли. Сопельки убрать. И можно... Сопельки называется. Да. И можно вот чуть-чуть, прям буквально, ввиду того, что это все-таки рыба-лосось, можно покрошить слегка цедр лимона. Который ему очень подходит. Абсолютно. И у нас того получается. Можно украсить это зеленым луком, можно украсить Для это цвета, слегка, да, то есть можно красной икрой. И у тебя получается на быстрый манер вот такие вот пельмешки в интернациональном стиле. То есть, если не разговаривать о поварском образовании, то это можно сделать буквально за 5 минут. Абсолютно. А что, тесто готово, лосось нарубил, майонез уже готов, все нормально. Сейчас мы это попробуем. Так, с нами был Константин Ивлев и его пельмешки с лососем и соусом из березового сока, белого вина и сливок. Ну, все как мы любим. Самая вкусная еда – это жирная еда, самое главное не переедать. И мы говорим вам до свидания. Пока. Пельмешки! Ура!